На ТНВ новости Татарстана, в студии Алексей Калиничев. Добрый вечер. И вот о чем пойдет речь в сегодняшнем выпуске. Поедут к знаниям. Удобно, тепло, светло. Школьные автобусы для районов оценила Лина Зинатуллина. Урок с президентом. Среда обитания – это основа качества жизни. Экология Татарстана устами школьников. В репортаже Александры Севастьяновой. Ни хвоста, ни чешуи. Это еще одна попытка, обмануть рыбу, сделав приманку довольно универсальной. В Казани открылась специализированная выставка для охотников и рыболовов. С новинками ознакомился Марсель Аскаров. Станет ли волейбол популярнее футбола и хоккея? И женский волейбол, и мужской, и юношеский, студенческий, ветеранский, пляжный волейбол. На итогах заседания Федерации волейбола побывал Алмаз Гафиятов. Сегодня юбилей президента Рустама Минниханова. Ему 60. День, когда государственные и общественные деятели, политики, соотечественники говорят о том, что он значит для республики, для России и для каждого из нас. Он сегодня успешный лидер и политик с глубоким интеллектом, сильной волей, личность целеустремленная, наделенная особым управленческим даром, человеколюбие и уважение к традициям своего народа. Это далеко не все. Что о нем думают в Татарстане и в России, да и в мире, и какие пожелания выражают в такой знаковый для него день? Рустам Нургалиевич – тот человек, которого принято называть «сделал себя сам». Он никогда отсюда не уезжал. И весь смысл его жизни, весь смысл его деятельности – это развитие и благополучие людей, которые проживают в Республике Татарстан. Что касается его личных качеств, на мой взгляд, он является просто уникальным человеком, способным в любой момент времени прийти на помощь любому человеку. Это человек с потрясающей способностью слушать и слышать. И это потрясающий человек, это, знаете, это даже не человек, это машина, самообучающаяся, саморазвивающаяся машина, такая интеллектуальная система, которая каждый день саморазвивается. И вот такое сочетание его потрясающих качеств делает его совершенно уникальным лидером. Я считаю его одним из самых сильных управленцев в нашей стране и одним из самых достойных и приличных людей среди такого менеджерского и политического истеблишмента. Самых масштабных руководителей региона. Мы берем пример с него. Радует в том, что среди нас есть такие уважаемые люди. За то, что вы человек, которого можно смело брать пример. Пример в том, как вы относитесь к людям, какие поступки вы совершаете, в том, что вдохновляете своей кипучей жизнерадостной энергией очень многих на высокие достижения. Он с богатым юмором. Я уже отмечал, что в спорте есть экстремальность, вот правильное решение в самой ответственной ситуации. Он человек обаятельный, честный перед собой, честен перед другими. И, наверное, самое подкупающее это то, что он, будучи явно выраженным лидером, это не внешне не видно, это не является показухой, это существо, как бы, то, что у него есть. Что меня тронуло, что меня поразило, это вот эта искренность, вот это, то, что он настоящий человек, его действительно потрясающая энергетика и его харизма. Когда я звоню, он обязательно сам перезвонит. Не каждый губернатор обзвонится обратно. Он объединяет людей. Он суровый, когда он руководитель, но он такой же член команды хоккея и равный со всеми. Вот в нем удивительно сочетаются вот эти качества руководителя высочайшего уровня и качество вот человека, с которым можно просто поговорить, пообщаться, поделиться какими-то проблемами. Каждый житель Татарстана про Рустама Нургалиевича может сказать: он наш, он свой. Потому что он с каждым говорит на его языке. Спасибо, что вы поддерживаете и укрепляете лучшие культурные традиции. Вы сумели найти новые грани взаимодействия науки, экономики, бизнеса, создать такой уникальный опыт, который стал примером для других регионов России, стал образцом для подражания. Очень приятно, что Рустам Нургалиевич уделяет огромное внимание военно-патриотическому воспитанию молодежи,
По этим показателям республика устойчиво занимает первое место среди всех субъектов федерации на протяжении длительного времени. Про таких говорят, что это человек от земли и человек, который здорово умеет учиться. Меня всегда восхищала его способность осваивать те сферы знаний, которым его специально не учили, но он во всем дока. Замечательный человек, человек современный, деятель очень крупного масштаба, сделавший очень много для нашей страны и для Республики Татарстан. Руководитель, он движитель, но он так выстроил систему, начиная от этих ваших знаменитых айфонов у всех членов правительства, заканчивая совершенно прикладными вещами, в которых скорее разбираются инженеры и экономисты, а не мы с вами. Но ты видишь, как от задумки до осуществления проходит очень короткое время. Когда думаешь, с кем посоветоваться, всегда звоню Рустаму Нургалиевичу. А это говорит о чем? О том, что не только я, но и другие коллеги мои по правительству, о том, что всегда можно получить очень разумное заключение, объективное заключение по тем или иным инновациям, которые всегда готовятся в правительстве. Вот. И мы это очень ценим. Вообще, Рустам Нургалиевич — это тот человек, который создан для великих дел, и эти дела он совершает, и совершает очень хорошо, и доделывает их до конца. Уважаемый господин президент, дорогой наш Рустам Нургалиевич, мы вот хотели было сначала вас поздравить у Бранденбургских ворот, а потом решили, ну где вы еще в Берлине найдете Казанский Кремль? Поэтому у стен Казанского Кремля стоим мы сегодня, чтобы послать вам самые теплые поздравления и приветы от имени татар организации Татарлар Дойчланд. Туган книгис блян котлыбыз. Желаем ему здоровья, счастья, процветания. Я желаю ему дальнейших успехов, в дальнейшем развитии нашей республики. Желаю ему очень крепкого здоровья, спортивного здоровья и больших успехов. Пусть Бог его оградит от несчастья, и пусть он трудится во благо нашего народа. Ему хочется пожелать простого человеческого счастья и здоровья на долгие-долгие годы. У него была отличная стратегия на нашу республику. Люди, весь народ всегда что поддерживал его. Мы, татары Казахстана, постоянно ощущаем ваше внимание, выражаем свою признательность и всегда поддерживаем вас в деле укрепления мира и дружбы между народами. Чтоб Рустам Нургалиевич не терял эту деловую хватку и чтоб вот это сочетание успешности и деловитости и культура общения всегда сопутствовала удаче татарстанцев, татар и россиян в целом. Чтобы долгие годы был нашим президентом. Дай Бог ему здоровья, его родным тоже. Здоровья ему, терпения. Хотим пожелать здоровья и сил, чтобы управлять этим замечательным краем. Оставаться таким же бодрым, активным. Сил, терпения, никогда не сдаваться. Алгагына Нургалиевич. Побед и, конечно, саулы. И еще забыл сказать, бәхетле болагас. Аминь. Туган көнегез белән, кадерле Рустам Нургалиевич. Рустам Минниханов с утра принимает поздравления. Одним из первых телеграмм отправил президент России Владимир Путин. Цитирую. «Высочайший профессионализм и компетентность, искренняя любовь к родному краю снискали вам уважение жителей Татарстана. Вы много и плодотворно трудитесь, неизменно демонстрируете ответственный, по-настоящему государственный подход к решению поставленных задач в интересах развития республики и всей страны. Желаю вам здоровья, успешной реализации намеченных планов и всего наилучшего». Таковы пожелания главы государства. И сегодня же Владимир Путин на совещании по подготовке универсиады в Красноярске сослался на Татарстан. По словам главы государства, проведение спортивных соревнований такого уровня становится мощным стимулом инфраструктурного и инвестиционного развития территорий. И в качестве примера он привел универсиаду в Казани. Она позволила преобразиться городу и масштабно обновить не только спортивную, но и транспортную, туристическую, культурную, социальную, городскую инфраструктуру, подчеркнул Владимир Путин. Много было сомнений по поводу того, как мы будем использовать, скажем, то, что создали в Сочи, меньше в Казани, но все активно
работает так, как, может быть, не работает в других центрах по проведению, мировых центрах по проведению подобных мероприятий. Все загружено, все функционирует. И транспорт работает исправно, инфраструктура, вся транспортная связь, все работает на благо людей. И вновь к поздравлениям. Дмитрий Медведев в своей телеграмме отмечает, что по инициативе Рустама Нургалиевича реализуются масштабные инвестиционные проекты. В регионе активно строятся современные поликлиники, школы, детские сады. Ведется благоустройство городов и поселков. Все это находит широкую поддержку среди земляков, которые ценят вас не только как талантливого организатора, но и как доброжелательного, отзывчивого и внимательного человека. Оставайтесь таким же и впредь, желает председатель правительства России. И даже в свой день рождения у него плотный рабочий график, встречи, визиты, совещания и даже уроки. Как улучшить экологию в регионе? Свои варианты школьники сегодня предложили Рустаму Минниханову. В Татарстане стартовал масштабный проект «Экологический урок». Кого президент посватал в замы руководителя Росприроднадзора и о чем догадались дети, но позабыли взрослые, в репортаже Александры Севастьяновой. Через несколько дней мне прислали уже убранное место. Вот молодец. Отдельно спрашивают, не во время учебы, да? Такой он, школьный экопатруль. Юный и честный, учебе не мешает. Увидев результаты, Рустам Минниханов обещал поддержать конкурс и в дальнейшем. В прошлом году у нас было 8,5 тысяч обращений. И, что самое важное, 96% обращений решается оперативно в течение нескольких дней. В этом году пойдут дальше, заявил выпускник экологического лицея, ныне министр экологии. Теперь школьники не только инспекторы, но и идейные вдохновители. Сегодня я презентовал проект Татар Travel. Это персональный гид по Татарстану, который будет прокладывать оптимальные и максимально эффективные и, более того, экологичные маршруты по Казани и всему Татарстану. Задача, чтобы пользователь даже в краткие сроки смог посетить как можно больше зеленых, экологически чистых уголков Татарстана. Это парки, скверы и озера. Посмотри себе в Москву, замом можешь взять. Вообще вы молодец, спасибо. Вручением министром информатизации и экологии школьника поддержать, приложение разработать. Ни медицина, ни спорт ничего не помогут, если среда нашего обитания она не будет соответствовать вот тем критериям, которые должны быть там. И то, что вот ваши знания, ваши навыки, вы будете самыми востребованными специалистами. Я вот вам гарантирую. Во всех школах Татарстана пройдут такие экологические уроки для учеников. В это время взрослые начнут исправлять ошибки прошлого. Рустам Минниханов сегодня заявил о необходимости модернизировать многие заводы и предприятия, которые работают не по зеленым стандартам. Александр Севастьянов, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. Президент Татарстана сегодня не только получает, но и дарит подарки. Уже рано утром он вручил ключи еще от 50 новых школьных автобусов. Напомним, в рамках федеральной программы только в прошлом году автопарки школ республики пополнили 100 комфортных фордов и газелей. Лина Зинатуллина узнала, какие районы в этом году получили подарки от президента. Ключи Нижнекамского района также вручаются. От Агрыза до Тетюш. Ключи к качественному образованию в каждый район республики. Полсотни новых школьных автобусов, полученных по федеральной программе, сегодня обрели своих владельцев. Это еще один шаг для того, чтобы уровень нашего образования, где бы ребенок не учился, был на достаточно высоком уровне. 22 ученика, вместимость, удобная, тепло, светло. Талгат Хазиахметов больше 10 лет возит детей в школы в родном Кукмарском районе. Своего нового железного коня оценил как профессионал. Заводили, пробовали, все очень комфортно, очень хороший автобус. Да, удобно для детей, очень красиво сделано. Не забыли и о безопасности. Автобусы соответствуют всем нормам, а за их маршрутами будут следить по спутнику. Новенькие Форды и Газели уже ждут дети 26 районов республики. Конечно, и родители довольные, и мы готовим конкурентоспособных детей наших в будущем. Полсотни новых машин сегодня, больше 100 в прошлом году. Районные автопарки обновляются регулярно, ведь задача – создать равные возможности учиться и в городе, и на селе. Лина Зинатуллина, Андрей Корсинский, ТНВ, Казань. ВТБ-24 вдвое большая активность в Татарстане. Сегодня на совещании руководителей региональных управляющих банка Рустам Минниханов предложил создать продукты для предприятий и резидентов, работающих в Татарстане. Президент отметил, что по итогам прошлого года ВТБ-24 выдал более 25 миллиардов рублей кредитов, что вдвое больше, чем в позапрошлом. За банком каждый четвертый ипотечный кредит в республике.
142 тысячи вкладчиков Татфонбанка уже получили страховое возмещение. Сейчас общая сумма выплат 43 миллиарда рублей. Это почти 95% от общей суммы. Вкладчики Интехбанка, в свою очередь, получили 12,5 миллиардов рублей. Напомним, агентство по страхованию ведет выплаты через Сбербанк, Россельхозбанк, ВТБ-24 и Акбарс. И сегодня в Подмосковье задержан Сергей Мещанов. Заместителя председателя правления Татфонбанка полиция задержала вчера, сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан. Сегодня он уже находится в Казани. Напомним, Сергей Мещанов подозревается в совершении мошеннических действий. Как обмануть хищную рыбу и чем привлечь дикого гуся? В Казани сегодня открылась специализированная выставка «Рыболов и охотник». Это одно из знаковых событий для всех, кто любит активный отдых и предпочитает следить за последними новинками в этой сфере. С инновационным снаряжением ознакомился и Марсель Аскаров. Искусство подманивать манком – это привычная симфония для охотника за боровой дичью. Азат Хамидуллин знает, чем и как завлечь гуся и утку. Это утка, кряква. Это уже селезень. Прямо на выставочной площадке рыболовы со стажем демонстрируют последние инновационные разработки. Одно из новшеств – воблера со сменными хвостами. Производство российское. Французы в этом году на выставке впервые представили воблера-спинглайдеры. Здесь идет уникальный симбиоз вращающейся блесны с телом воблера. Они бывают вот такой вот широкой формы. И вот такие миножки в этом году. Инновация. Причем здесь крутится лепесток вместе с тройничком. Охотничьи угодья и рыбные места не безразмерно с годами иссякают, поэтому остро стоит вопрос их восполнения. Проблему сегодня вновь обозначили на итоговой коллегии Управления по охране и использованию объектов животного мира. Руководители охотохозяйств призвали не только забирать у природы, но и отдавать. Так, например, в леса Татарстана вернули моралов, исчезнувших около 200 лет тому назад. В охотничьих вольерах начали воспроизводить и перепелку, и фазана. Все они вернутся в леса республики. Управлением подготовлены 2 группы алтайских моралов, 30 голов, которые перевезены из Свияжского опытного охотничьего хозяйства для передержки и специально обстроены вольеры в Мамадышском и Алексеевских районах и готовятся к выпуску текущего года. В прошлом году в Татарстане возбуждено 30 уголовных дел по фактам браконьерства. Имена нарушителей зачастую известны. Василий Шахразиев предложил составить черный список. Что вы, что главы, мы можем определенное количество браконьеров пересчитать по пальцам, они все известны. Пойманных с поличным браконьеров ожидает не только большой штраф, но и конфискация имущества. Так, в Актанышском районе в прошлом году у горе-охотники изъяли снегоход и оружие. Как говорится, сходил, поохотился. Марсель Аскаров, Ренат Сафин, ТНВ Казань. Сегодня стартовал второй этап продажи билетов на матчи Кубка Конфедерации 2017. Чтобы купить билет, нужно оставить заявку на сайте ФИФА. Они продаются в порядке живой очереди и в режиме реального времени. Завершится второй этап продажи 5 апреля. Напомним, кампания по распространению билетов на Кубок Конфедерации стартовала в ноябре прошлого года. И по данным ФИФА, пока больше всего заявок поступило от российских болельщиков. Фарид Мухаммедшин вновь у руля татарстанского волейбола. Председателя Госсовета переизбрали на пост президента Федерации. Сегодня в республике этим видом спорта занимается почти 40 тысяч татарстанцев. Наши профессиональные клубы лучшие в мире. О векторах развития волейбола в современных условиях Алмаз Гафиятов. Голосуем. Кто за? Кто против? Единогласным решением руководить татарстанским волейболом продолжит Фарид Мухаммедшин. Этому способствовал не только успех наших основных команд. Занимающихся волейболом становится все больше, а болельщиков количество удвоенно растет. Рейтинги показывают, что волейбол сегодня в республике на 3-4 месте после футбола, хоккея. К массовому и любительскому волейболу присоединилось и пляжное направление, причем в планах строительства крытых арен для занятий спортом даже в зимний период. Эффективная кластерная модель. Вот сегодня говорилось о том, что, наверное, одним из самых больших прорывов прошлого года это стало создание еще одного направления школы Гамовой. Вот сегодня мы работаем. Это, в общем, такая революционная была история. Только на примере основных команд можно воспитывать и юное поколение. Так, «Зенит Казань» за последние 5 лет делегировал в первую сборную страны 25 игроков, которые были не только заявлены, но и несли существенный вклад в победы России на Олимпийских играх,
в чемпионате Европы, мировой лиги. Женский клуб представил в эти годы 19 игроков. В ближайшие годы наша республика примет также несколько крупных европейских турниров, как среди профессионалов, так и любителей. Алмаз Гафиятов, Ринат Сафин, ТНВ, Казань. Подарок президенту — гол в Кубке России. В день рождения Рустама Минниханова футбольный клуб «Рубин» сыграл с Сибирью. Гостем четвертьфинального матча стал и юбиляр. Подарком президенту стала победа. Матч завершился со счетом 1-0 в пользу казанцев. Гол забили на 88-й минуте. А они соревнуются за путевку в Европу. В Казани сегодня стартовал чемпионат России по спортивной гимнастике. Участники — десятки молодых российских спортсменов. Турнир станет отборочным для участия в чемпионате Европы. О маленьких неудачах и больших победах Александра Севастьянова. Хотел бы поздравить Рустама Нургалиевича Минниханова. Сегодня день рождения, у нас сегодня национальный праздник. Чемпионат начали с поздравления и благодарности за развитие и поддержку спорта, новые объекты, в том числе и центр гимнастики. Благодаря комплексу чемпионат в этом году проводят в Казани. Такие соревнования каждый год проводятся в одном месте, в городе Пенза, в Буртаце. И вот впервые за долгое время у нас провели. Ну, я очень рад, что у нас проводят. У Максима Синичкина сегодня исполнились два желания: соревнования в Казани и новый разряд. Мастер спорта международного класса. Вручили удостоверение двум татарстанским гимнастам. Исполнению мечты Анастасии Дмитриевой помешала болезнь. Потеряла 2 недели. И это накануне соревнований. Но без истерик свои шансы оценивает реально. Не знаю, хотя бы в десятку войти в многоборье, это было бы уже неплохо. Вдохновляют на победы именитые спортсмены. И оценки мастерства от Алексея Немова. Есть у нас ребята и девчонки, которые потенциально, у них есть очень хороший потенциал. Сегодня вполне возможно здесь будут участвовать будущие олимпийские чемпионы. И пожелания от Ильи Мустафиной. Участникам я желаю в первую очередь, конечно же, без травм, доказать всем, кто здесь сильнейший на сегодняшний день. Соревнования продлятся до 5 марта. Победителей ждет чемпионат Европы. Александр Севастьянов, Андерсон Тальцев, ТНВ, Казань. И вновь к первой теме выпуска. Так совпало, что день рождения президента открывает весну. И самый женский день в году совсем рядом. В команде Рустама Нургалиевича работает целое созвездие красивых, умных, успешных женщин. Каким они его видят, за что ценят и любят? Об этом в нашем следующем материале. Он удивительный человек, талантливый по отношению к человеку. Простому, к инвалиду, к ребенку. И вот это внимание колоссальное, которое у него есть к людям, оно и привлекает многих людей к нему. Глядя на него, думаешь, что вот так надо работать с людьми, вот так надо к ним относиться. Посмотрите, какое количество людей ежедневно желает ему доброго утра, крепкого здоровья, успехов в его поездке. И в то же время доверяет ему свои проблемы и свои беды. Первое, президент очень человечный. Второе, это всегда на все вопросы есть своя позиция, свое мнение. У нашего президента есть еще одна поразительная особенность. Устремляясь вперед, устремляясь ввысь, он всегда опирается на землю, он всегда обращается к своим корням. У него есть феноменальные качества, которые, например, наверное, не характерны большинству людей в мире, и конкретно сочетанием этих качеств. Стабильность и надежность, стратегическое видение, возможность предугадывать ситуацию. Как мужчина, например, наш президент очень галантный, между прочим. Вот, если вы обращали внимание, он всегда откроет дверь, несмотря на то, что он сам президент, это все должны его пропускать вперед. Он очень галантный вот, в обращении с женщинами, всегда делает комплименты. Переговоры, когда проходят, когда принимающая сторона за рубежом, мы очень много ездим, например, или центральный переговорщик в процессе. Женщина, это меняет ход дела, и он уже так немножко даже преображается, я бы сказала, и, конечно, женщина тает, это правда. Рустам Нургалиевич всегда принимает решения, это самое главное, всегда есть определенность. Второе, принимает решения в основном направленные на развитие республики. И третье, что мне очень нравится, Рустам Нургалиевич принимает решения смелые, и он всегда отвечает на письма. Самое ценное, что Рустам Нургалиевич знаком нам не только как
требовательный, строгий руководитель, но и как добрый и отзывчивый человек. Я прежде всего выделила его человечность. Несмотря на то, что он занимает столь ответственный пост, он сумел через всю жизнь сохранить это качество, и он очень чутко и внимательно относится к каждому человеку. Он к каждому человеку относится с большим вниманием. Мудрость его как человека, мудрость его как руководителя, которая соединяет в себе и невероятную эрудицию, которая соединяется еще с такой удивительной житейской мудростью. Для него важны все дети, и для него важен каждый ребенок, проживающий в Республике Татарстан. С ним, с одной стороны, очень тяжело работать, потому что, в общем, там, пылью в глаза ты не обойдешься. А с другой стороны, с ним очень здорово и интересно работать, потому что в отличие от очень многих других людей, с которыми мне доводилось сталкиваться, аргумент, действительно раскрывающий суть, всегда работает, потому что задача – получить результат. Это потрясающая энергетика. Для меня Рустам Нургалиевич всегда связан вот именно с этим словом. Особым, ярким. Это такой поток эмоций всегда, поток энергии. Я думаю, что это не каждому дано, это особые люди на этой земле. Ну и коллектив нашей телекомпании разделяет все поздравления в адрес нашего президента. Дорогой Рустам Нургалиевич, мы желаем вам жизненного долголетия и долголетия во власти в нашем родном Татарстане. И на этом первый весенний выпуск в этом году завершен. Далее о погоде на завтра. Всего вам доброго. Только в марте приходи в аквапарк «Ривьера» и получи второй билет в подарок. Многие думают, что онкология – это приговор. Ежегодный онкоскрининг подарит вам возможность жить долгой и полноценной жизнью. Поволжский центр онкодиагностики. Подарите себе счастье быть здоровым. Данила Мастер. Распродажа памятников. 202 38 32. Снегопад цен минус 25% на санаторные путевки. С заботой о вас. Санаторий «Крутушка». В автоцентре «Марка» невозможное возможно. Купи новый Nissan 2017 года по прошлогодней цене. Звони 4 пятерки 3 единицы. Ой, папа, вас мама и тут и там показывает. Так это Теле7. Все, что в нем есть, все показывают. Маму в телевизоре, наш ужин в духовке. А выходные? И выходные. Так, куда пойдем, в кино или в цирк? На каток. Антенна Теле7. Хорошо, когда мы вместе. Выгодная ипотека 9,9% на квартиры в жилом комплексе «Гармония», дом 1. Телефон офиса продаж 843 233 0303. Живите в гармонии. Мобильная связь «Летай». Для атлетов, для автолюбителей, для экстремалов, для меломанов. Это большая сеть 4G. 50 гигабайт 4G за 180 рублей в месяц. Артрит, остеохондроз, гипертония. От этих и других заболеваний может помочь аппарат Елатомского завода «Алмак-01». Акция «Специальная праздничная цена» на «Алмак-01» в аптеках «Сакура», «Алия» и «Казанские аптеки». «Алмак-01». Дарите с пользой. Данила Мастер. Распродажа памятников. 202 38 32. Многие думают, что онкология – это приговор. Ежегодный онкоскрининг подарит вам возможность жить долгой и полноценной жизнью. Поволжский центр онкодиагностики. Подарите себе счастье быть здоровым. 8 март җитә. Хатынга нәрсә бүләк итәргә? Фен, блендер, пылесос. 18 март. Филармония концертлар залы. Болгар радиосы концерты. Концертка билетлар алам. Аңа да бүләк. Үзем дә ял итәм. Здравствуйте! В эфире прогноз погоды. Пришла весна, и с первых дней она радует нас хорошей погодой. На юго-востоке республики в предстоящие сутки ночью ясно, -8. Днем небо затянет облаками, но осадки не ожидаются, около 1 мороза.
Малооблачная погода без осадков на северо-востоке республики. Ночные температуры до 6 градусов ниже нуля, днем около 0 градусов. На севере Татарстана, Менделеевске, Актаныше, Менделинске переменная облачность. Ночные температуры около 7 мороза, днем около 1 градуса со знаком минус. На северо-западе, Варске, Кукмаре, Балтасе облачная погода, но без осадков. Ночью минус 5, днем около 1 градуса мороза. Для жителей юго-запада 2 марта будет малооблачным. Ночные температуры минус 3, днем воздух прогреется до 2 градусов выше нуля. В центральных районах, в Альметьевске, Чистополе, Мамадыше будет облачно, ночью минус 6, днем около 0 градусов. В последующие сутки температуры станут еще выше, местами пройдут дожди. Завтра в Казани переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью минус 3, минус 5, днем около 0 градусов. Ветер южный, порывистый, до 8 метров в секунду. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 91%. Ожидается сильная магнитная буря. Берегите свое здоровье. В студии была Лейла Латыпова. Всего доброго и до свидания.